Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Ну а для начала традиционно подключаем к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова. Прямо из Ньюзрума он готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей, то есть «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших телезрителей. Сегодня в выпусках «Заман» мы будем говорить о таких темах. В Киеве разгорается ксенофобский скандал. Родина крымских татар — Узбекистан. Реально нужно саблю дедову доставать, чтобы головы татарские рубить. Мы их приютили, а они, скажу так, выделываются. Это только часть ксенофобских высказываний преподавателя истории искусств Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Игоря Дудника. Их он опубликовал на своей странице в Facebook. Он вызвал этим шквал возмущения у подписчиков и удивления такой позиции, казалось бы, образованного человека. Вот как оказалось, о своей ненависти к крымским татарам Игорь Дудник решил высказаться из-за конфликта с 2 представителями крымско-татарского народа. Так, по крайней мере, он объяснил свои откровения. Позже он эти посты удалил, извинился за них, но сделал это так, что лучше бы и не извинялся, потому что заявил, что за все слова отвечает и может повторить. Подробности этого скандала и реакция Меджлиса в наших выпусках. Украина не хочет войны, но готова к ней, и на танках мир не привезешь. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, где прокомментировал эскалацию агрессии России, наращивание войск агрессора у границ и в оккупированном Крыму. Президент заверил, что Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем и всегда будет защищать себя. Он отметил поддержку Украины со стороны международного сообщества и отдельно на русском языке обратился к Владимиру Путину, предложил президенту России встретиться на Донбассе. Никому не позволит перейти красную черту, а где она будет проходить, Россия будет определять сама. В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин угрожал миру ракетными комплексами «Авангард», лазерными установками «Пересвет», которые уже якобы поступили на вооружение российской армии. Опять назвал революцию достоинства в Киеве переворотом, а вспомнил беглого президента Януковича, которого якобы чуть не убили, как и самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, против которого тоже якобы готовили государственный переворот и собирались убить. И ни слова не сказал о наращивании своей военной группировки у границ с Украиной. Решил повеситься на собственном киоске. В Ялте незрячий предприниматель протестовал против закрытия своего лотерейного киоска. Он привязал шнурок к козырьку ларька и пытался надеть петлю на шею. Он требовал уволить оккупационного мэра города Янину Павленко. По решению оккупационной администрации киоск начали разбирать, не дав предпринимателю возможности обжаловать это в суде. Он жаловался, что до оккупации работал и платил налоги, а после оккупации чиновники разорили его, закрыли все его торговые точки, а это была последняя. Чем это закончилась история, мы тоже сегодня расскажем. Кроме этого, расскажем о приговоре оккупационного суда украинскому военному Евгению Добринскому, которого оккупанты 30 мая прошлого года выкрали с позиций на админгранице с Крымом, а потом обвинили в незаконном пересечении границы и контрабанде наркотиков. Будем говорить о ситуации в зоне ООС и с коронавирусом в оккупированном Крыму. Вот об этих новостях и не только мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на крымско-татарском и украинском языках. Ну а мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну, также мы вещаем на YouTube-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы выкладываем все
программы в записи. Ну а я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей и не только. И хочу начать с того, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается весенняя сессия. Украина и еще 8 стран-участниц ПАСЕ выразили обеспокоенность концентрацией российских войск, сил в оккупированном Крыму, а также призвали Россию прекратить блокирование Керченского пролива. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовали на официальном сайте Совета Европы. К заявлению помимо Украины присоединились национальные делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана. До нашего эфира должна присоединиться к нашему эфиру сейчас Мария Мезенцева, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. А сейчас с нами на прямой связи пан Ігор Рейтерович, політичний аналітик. Пане Ігорю, вітаю вас, селям алейкум. Витаю. Пане Игорю, чего нам ожидать от весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы? Ну, я думаю, что, к сожалению, нам следует ожидать на какие-то протокольные заявления, которые, с одной стороны, будут в пользу и в поддержку Украины. Понятно, российская агрессия, аннексия Крыма, нарушение прав граждан, скажем, на этой оккупированной территории. Где-то это все в фокусе внимания будет, но, к огромному сожалению, я не думаю, что будет какой-то прорыв, то есть или введение каких-то новых санкций, или, помните, был период, когда российская делегация, например, была вообще отстранена, то есть исключена на определенный период. Сейчас мы такое вряд ли увидим, потому что, с одной стороны, международная повестка поменялась, с другой стороны, изменился расклад несколько сил непосредственно в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он изменился не в пользу Украины, хотя тот минимум, который мы должны делать и который должна делать наша делегация, по состоянию на сегодня это все делается. Посмотрим, возможно, им удастся выкрутить гораздо больше, чем просто какое-то протокольное заявление в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и все-таки россиян призвут к ответу по большому количеству вопросов, по которым они должны отвечать и должны понести наказание за те действия, которые они совершают. Вчера разразился скандал в ПАСЕ между народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко и президентом ПАСЕ из-за демонстрации украинского флага. Это является как раз-таки результатом изменения этих сил, о которых вы говорите, и возможного увеличения пророссийского лобби? Да, безусловно, это такой своеобразный маркер, потому что ранее господин Гончаренко, тут ему надо отдать должное, он устраивал прекрасные перформансы, если можно так сказать, но в границах допустимого. То есть он не сделал ничего такого, что не может делать, например, депутат, который присутствует на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он и раньше таким образом привлекал внимание к той ситуации, которая складывалась в Украине, и реакция на это всегда была достаточно благожелательной, если можно так сказать. То, что сейчас попытались ему сразу сходу, если можно так сказать, закрыть рот, убрать флаг и грозили даже какими-то санкциями, свидетельствует о том, что новое руководство ПАСЕ просто не хочет, наверное, лишний раз драконить Россию, поскольку Россия нашла эту болевую точку. Будете нас критиковать, мы не будем платить взносы, или будем что-нибудь еще устраивать. Но это шантаж, это откровенный шантаж. Это откровенный шантаж. Да, и, к огромному сожалению, часть парламентской ассамблеи, руководство парламентской ассамблеи, они на этот шантаж поддаются. Но, понимаете, здесь сейчас очень важно, чтобы у нас была консолидированная позиция всей нашей делегации. И вы там перечисляли те страны, которые, по сути, выступили на стороне Украины. То есть эту поддержку нужно максимально расширять, максимально углублять и воспользоваться тем, что наша делегация сейчас на полях ПАСЕ пребывает, чтобы организовать максимальное количество информационных каких-то поводов для того, чтобы привлечь внимание той ситуации, которая и на границах Украины, и непосредственно на оккупированных территориях. Давайте узнаем сейчас подробнее, что делается в этом направлении. Поговорим с Марией Мезенцевой, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пани Мария, витаю вас, селям алейкум. Салам алейкум, мираба. Мираба. Пани Мария, расскажите, как проходит весенняя сессия в ПАСЕ, о чем сегодня говорила украинская делегация? Сьогодні у нас продовжується плідна робота. У нас прямо зараз в залі йде виступ Дуні Мятович. Вона є Верховною комісаркою з прав
бачилися в понеділок і підняли кричуче питання політв'язнів в окупованому Криму і на Донбасі. Безпосередньо ми говорили про журналістів, які утримуються незаконно в Криму, про політв'язнів. Ми повідомили пані Дині Міятович про те, що Україна дуже незадоволена тим фактом, що вона досі не доїхала на Кримський півострів. Це зумовлено було, в принципі, і до того. При нашій першій зустрічі в січні 2020 року вона нам коментувала цей факт, що вона не може перетнути кордон за українським законодавством, оскільки цьому протидіє Росія. Ми вбачаємо, що треба звернутися потенційно до практики 2017 року і використати так звані Special Envoy, які стають третьою стороною для того, щоб гарантувати такий перетин, щоб українська сторона була абсолютно задоволена, ну і не створювали перепони окупанти росіяни. Додатково хочемо зазначити, що такі перемовини відбулися також з президентом асамблеї паном Ріксенбергом, і він особисто мене упевнив в тому, що буде робити всі можливі дії для того, щоб вона потрапила, як Верховна комісарка з прав людини, на окуповані території і Донбасу, і Криму. Зараз питання це буде узгоджуватися. Ми розуміємо, звісно, і пандемію, але незважаючи на це, Міятович відвідав тиждень тому, і буде ще влітку приїздити з так званим full-fledged visit, тобто це повний візит, який повинен огортати всі питання з прав людини. Якраз зараз буду задавати, спробую задати питання, я там 20-та в списку, але мої колеги теж будуть задавати питання по порушенням прав людини в Україні. Це те, що стосується, може, наприклад, буде максимально цікавим глядачам вашого телеканалу. Скажите, а обсуждался ли и обсуждается ли в кулуарах ПАСЕ возможное обострение на востоке Украины и возможное вторжение России, нападение на нашу страну? Что по этому поводу говорят депутаты ПАСЕ? Зараз ми зібрали підписи вже більше як 10 країн. Також Туреччина, мені здається, долучилася до цього переліку. Це Швеція, Грузія, Литва, Латвія, Естонія, Україна, звісно, Румунія і Молдова. Ми говоримо про те, що наш стейтмент, тобто заява, яка буде публічна на сайті ПРЄ в якості 300 слів, це 4 абзаці, які дуже чітко окреслюють ставлення парламентарів, які представляють різні країни асамблеї Ради Європи, стосовно того, стосовно присутності, мілітарної присутності Російської Федерації на кордонах України. Дуже нас потішив виступ сьогодні зранку президента Європейського парламенту. Пан Сасолі сказав, що мир є пріоритетним для його, скажімо так, президентства. І він зазначив, цитую, Росія повинна зробити крок назад. І весь світ спостерігає можливості ескалації, масштабної концентрації російських військ. Тобто краще сказати, ніж це, я не вбачаю можливості. Хочу повідомити, дорогі телеглядачі, що в червні буде третя частина засідань парламентської асамблеї і буде винесена доповідь щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Нашими спільними зусиллями наших колег з комітету недискримінації рівності були просунуті і підтверджені всі українські практики. Документ вийшов досить жорстким, незважаючи на те, що репортерка по цьому файлу була вагітна протягом підготовки репорту, але вже народилася маленька ісландка, поки ми його чекали. Але в червні будемо його голосувати на теренах ПАРЄ. І ще раз це додатковий пазл, додатковий важливий документ, який ми інкорпоровуємо в Кримську платформу. Вот относительно Крымской платформы, некоторое время назад вы анонсировали, что в рамках ПАСЕ будет создана неформальная группа той самой Крымской платформы. Вот что сейчас делается в этом направлении? Создана ли эта уже группа и какие страны в ПАСЕ уже выразили свою поддержку Крымской платформе и готовность принять участие в ее неформальной группе? Так, дуже дякую за запитання. Кримська платформа дійсно була анонсована ще в січні місяці. До неї вже долучилися Польща, Туреччина, Литва, Латвія, Іспанія, Молдова. Ми очікуємо, що до цього робочого тижня підписи від делегатів Німеччини, Франції, Швеції, Норвегії.
правоведні. Тому ця платформа, оскільки вона є неформальною, її обширний порядок денний по захисту прав людини на всіх напрямках, тобто на кшталт тих відомих платформ, які існують вже в Європі, але символічно, щоб це отримало назву півострова, тобто Кримська платформа. Я хочу зазначити, що колеги, вибачте, ще Азербайджан сьогодні долучився, не встигла повідомити про них. Тому нам дуже приємно, що якраз цей процес іде активно. Впевнена, що якраз на голосуванні резолюції в червні місяці всі підписанти обов'язково підтримують ці резолюції, поправки. Ну і звісно, ми будемо розвивати цю тематику поза графічних меж Криму, тому що, повірте, в 47 країнах-членах по правам людини, і які направлені на всі, як ми говоримо, dimension, на всі напрямки, є чим займатися. Хочу віднести також до важливого питання нацменшин. Ми мали файл, який голосували у вівторок, там теж невеличка перемога, нам вдалося просунути правки якраз по корінним народам, кримським татарам. Це дуже вибісило колег з Російської Федерації. Вони намагалися максимально виступати, дискредитувати, розказати, що в Криму забезпечується право навчання кримсько-татарською мовою, і все дуже добре з правами людини в рамках культури, політики тощо. Ми цьому заперечили, але є документи, є проголосована правка. І це теж, я вважаю, нашим досягненням. Дякую дуже, пані Марія Чохсагол. Нас Марія Мезенцева була з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова української делегації в парламентской ассамблее Совета Европы. Пане Игоре, затронули тему Крымской платформы. Мы видим сейчас, что в работе Министерства иностранных дел этот вопрос занимает приоритетное место. Какой результат работы Крымской платформы вы бы считали наиболее успешным? Наиболее успешный результат Крымской платформы — это, конечно, деоккупация полуострова и возвращение его в Украину. Но мы должны понимать, что на первом этапе успешным стартом будет привлечение максимально широкого числа разных стран, которые будут, соответственно, на стороне Украины, поскольку они будут обсуждать как раз возвращение Крыма в Украину. Поэтому сейчас вся та работа, которая ведется, действительно, это один из приоритетных вопросов, и радует, что его стараются максимально поднимать, в том числе и в парламентской ассамблее Совета Европы. Работа идет как раз на том, чтобы максимально большое количество лидеров ведущих стран мира приехало, или, как вариант, они могут прислать своих каких-то полномочных представителей. Главное, чтобы там достаточно много было стран. А уже по результатам первой встречи и по той повестке дня, которую будет предлагать Украина, можно будет сделать выводы, насколько успешной либо неуспешной будет деятельность этого нового, по сути, института, вот этой Крымской платформы. То, что он нужен, я думаю, что это уже ни у кого не вызывает сомнения. То есть дополнительная площадка, где можно будет обсуждать ту ситуацию, которая сложилась в оккупированном полуострове. И если это даст какой-то дополнительный импульс, чтобы активизировать процессы там, или внедрения новых каких-то санкций, или помощи, скажем, людям, которые остались на оккупированной территории и преследуются со стороны Российской Федерации, это будет уже успехом, но успехом только на первом этапе. Еще раз подчеркиваю, что финальный успех должен измеряться именно тем, что Крымский полуостров вернется в состав Украины. Мы с вами уже несколько раз затрагивали обострение ситуации на востоке Украины и стягивание российских войск к нашим границам. Я бы хотела продолжить эту тему и остановиться на ней подробнее, учитывая, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Россия через 2 недели уже будет готова напасть на Украину. Вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию, спрогнозировать невозможно, сказал глава внешнеполитического ведомства. Вот его цитата. Кількість російських військ біля українських кордонів наразі більша, ніж була у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати будь-що. Ми не можемо бути впевнені, чи вирішила Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це за кілька тижнів. Ми не можемо назвати точну дату чи час, коли вона перейде лінію розмежування, спричинивши нову хвилю ескалації. Але ми точно бачимо стратегічну підготовку Росії, військову підготовку.
В России заговорили о возможности широкомасштабной войны с Украиной. Депутат Госдумы РФ и лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно воевать на Донбассе. Я бы на месте верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства. Пане Игорю, для начала стоит ли серьезно относиться к словам господина Зюганова? Безусловно, стоит относиться серьезно по одной простой причине. Понимаете, в России как таковой оппозиции нету. И Зюганов — это явно не оппозиционный политик. И то, что он как бы не при власти, тем не менее у него есть какое-то влияние. Смотрите, его достали там из какой-то антресоли, где он там лежал уже много лет и особо не влиял на какие-то процессы. Для чего? Чтобы еще и с вот этого крайне левого фланга зайти на поле, скажем, граждан России, и это объяснить им необходимость войны с Украиной. Поэтому если разные политики, начиная там от Жириновского, Зюганова и заканчивая там действующими депутатами Государственной Думы и даже часть, это вообще парадоксально, представители так называемых оппозиционных сил в один голос кричат о том, что мы должны быть готовы к войне с Украиной и вообще-то надо воевать и даже начинать эту войну, это свидетельствует о том, что накачка общества продолжается по всем направлениям. И смотрите, Россия пока останавливаться в этом плане абсолютно не собирается. То есть простой вопрос, когда они здесь остановятся и прекратят готовиться информационно к войне. До тех пор, пока это будет продолжаться, Украина себя в безопасности однозначно чувствовать не может. А до каких пор это будет продолжаться? Чего сейчас этими демонстративными действиями пытается добиться Путин? Или же все-таки вы допускаете возможность полномасштабного вторжения в нашу страну? Я абсолютно допускаю возможность полномасштабного вторжения, то есть его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Вот то, что там в сегодняшнем послании Путин, например, практически не вспоминал Украину, вообще не вспоминал так называемый ДНР, ЛНР, это ни о чем на самом деле не говорит. Это, знаете, такой сигнал как бы коллективному Западу, что я вот готов договариваться, но вот вопрос, договариваться на основе чего? Что он захочет за то, что он не будет как бы способствовать дальнейшей эскалации конфликта. То есть отсутствие вот этих тез, оно каким-то образом не понизило градус ситуации сейчас? Абсолютно не понизило. Смотрите, градус понизит тот факт, когда наша разведка и разведка западных стран, которая передает данные нашей разведки, сообщат о том, что российские войска отходят от границы с Украиной. Да? Потому что, вот там говорил Кулеба, около 2 недель они будут готовы. Да? Реальная готовность потом будет 3-5 дней. Вот, и если они только начнут отходить, тогда можно будет говорить, что градус этого напряжения спал. Пока ничего не спало, они стоят на границе. Более того, в том же оккупированном Крыму они создают новую базу. Поэтому по состоянию на сегодня у нас угроза вторжения с севера, угроза вторжения с востока и, что самое опасное, это угроза вторжения с юга. Причем не только на территорию Херсонской области, но и, например, территорию Одесской области, там Одесса, Белгород, Днестровский. То есть, и мы должны это четко понимать. Путин пока не собирается останавливаться. Он где-то ставки поднял, потом чуть-чуть понизил, потом опять поднял. И он ждет теперь реакции со стороны не Украины, потому что он не считает Украину себе равным партнером. Хорошо, а реакции какой? Вот чего он пытается этим добиться? Вот этим шантажом, блефом и запугиванием, если так можно сказать. Правда, наши чиновники и наш президент вчера в своем обращении сказал, что Украина не боится. Смотрите, у него есть две цели – стратегическая и тактическая. Стратегическая цель – это чтобы Украина была раз и навсегда признана сферой интересов Российской Федерации. Точка. Грубо говоря, чтобы Россия получила карт-бланш, что угодно здесь делать. Вторжение, оккупация, внутреннее расшатывание ситуации там, и так далее. Тактическая у него цель – это опять сейчас попасть за стол переговоров с западными лидерами, чтобы они к нему, грубо говоря, приходили, о чем-то просили, они что-то обсуждали, и Россию опять признали одной из стран, такой, которая является полюсом в современном геополитическом мире. Мы прекрасно понимаем, что Россия ни по каким параметрам до этого не дотягивает, кроме одного – наличия ядерного оружия и огромной армии. Да, даже огромная территория здесь не играет такой роли. Но вот Путин все делает для того, чтобы Запад с ним начал говорить и начал прислушиваться к его мнению. Он считает, что если он достигнет этой тактической цели, вот смотрите, как подали звонок Байдена. Чуть
не победа Путина. Ему Байден сам позвонил, предложил встретиться, там что-то обсудить. Хотя мы прекрасно понимаем, что Байден после этого ввел санкции, которые еще больше там ударили по России. Но сам факт вот очень важен символичный. Поэтому Путин сейчас реализовывает тактическую цель. Если она будет реализована, ну так как он это видит, он будет постепенно стараться переходить к стратегической. Но я тут абсолютно соглашусь с нашим президентом и вообще с нашим политико-военным руководством, что от нас именно зависит, насколько мы позволим ему навязывать там ту либо иную точку зрения нашей стране. То есть если мы будем демонстрировать, что мы не пойдем на поводу каких-то его угроз и постоянно будем про это Западу напоминать и подталкивать Запад к другим каким-то действиям, ну, соответственно, тогда мы будем на совсем других условиях с ним разговаривать. В разведке Украины рассматривают 3 сценария возможного развития событий. Первое — это ситуация с водой в Крыму, то есть проведение некой военной операции на южной части материковой Украины для получения доступа к Северо-Крымскому каналу. Второе — это просто демонстрация силы с целью получить какие-то политические преференции, в принципе, то, о чем мы с вами говорили. И третье — это проведение некой провокации на востоке Украины, на Донбассе, тем самым показать цивилизованному миру, Западу, что Украина не выполняет никакие договоренности и что вот нужно снимать санкции с России. То есть правильно ли понимаю, что все эти 3 сценария вы также не исключаете, и все они реальны сейчас? Они абсолютно все реальны, с разной степенью, конечно, вероятности. Я бы добавил сюда, наверное, еще 4-й сценарий. В принципе, мы можем получить скоро еще один дополнительный фронт со стороны Беларуси, к сожалению. Да? Это возможно, то есть там появится больше российских войск. Сегодня этого заявления о создании какого-то там союзного государства не прозвучало, но это может пройти и в каком-то, знаете, там другом формате. Поэтому сценарии все реальные, нам надо быть ко всем готовыми. Ну, наиболее реальным, как мне кажется, я, конечно, не военный эксперт, но вот все мои коллеги военные эксперты и товарищи, которые в вооруженных силах служат, они почему-то считают, что все-таки вариант с югом, он является более реальным. Причем я еще раз отмечу, это даже не столько вторжение на материковую Украину, сколько попытка создать дополнительный анклав вот там вот в районе границы там с Молдовой, да, вот со стороны там Черного моря. Для чего это России надо? Она уже сейчас перекрыла Керченский залив, и, по сути, это ударит по экономике Украины. А так они установят контроль вообще над всем Черным морем, отрежут все наши порты, и тогда мы будем иметь колоссальную просто проблему с экспортом зерна. Да? А давайте не будем забывать, что мы краина-экспортер, то есть мы от этого зависим, и это важно в том числе для нашей национальной безопасности и обороны. Поэтому Путин прекрасно все эти сценарии держит как бы на контроле, и я думаю, в любой момент, там, буквально там, до недели времени, любой из сценариев может быть реализован. Радует, что у нас есть соответствующая реакция. В принципе, уже мы отдаем себе отчет, чего ожидать там от Российской Федерации, и ограничиваемся не просто заявлениями, а реальной подготовкой к отражению этого вторжения. Я предлагаю підключити к нашій бесіді Миколу Маломужа, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколо, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Добрый вечер. Пане Миколо, допускаете ли вы возможное полномасштабное вторжение России в нашу страну? На цьому етапі, я думаю, що широкомасштабного вторгнення не буде, але буде загроза такого вторгнення з метою, так сказати, психологічного і військового тиску на Україну і на наших партнерів із НАТО і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що буде продовжена конфронтація, будуть окремі відповідно провокації, в першу чергу напрямку Донецької, Луганської області, можливо, на розмежування із територією нашого Криму. Тому передбачаємо ряд провокацій буде, тому що Росія намагається реалізувати свій сценарій, тобто встановити і політичний, в першу чергу, економічний, а в перспективі і цілому контроль над Україною. Але зрозуміло, що ми на цей сценарій не йде навіть через Мінські угоди, але в редакції Росії. Зрозуміло, що вона буде нас тиснути і політично, і дипломатично, економічно, і особливо військово, провокуючи на лінії розмежування і, можливо, на розмежуванні із нашей территории на перешейку с Крымом. А с какой целью? Вот что преследует этими действиями руководство Кремля? Росія передбачає, що все-таки їм не вдалося сформувати якийсь анклав на території Донецької, Луганської області, контрольований Росією.
як вони це пробивали через Нормандську четвірку, через тиск і домовленість, наприклад, США намагалися це зробити. Зрозуміло, що вони розширюють зону військових операцій, і це обстріли із жертвами. З іншого боку, бачу, що цей механізм не до кінця працює, тому що після обстрілів, після жертв зразу виходить на Ангелу Меркель, на Макрона, вказує, бачите, тут радикальні відповідно дії, гинуть люди, давайте тиснуть на Україну, нехай виконує політичну частину Мінських угод. Зрозуміло, що це російський сценарій, тому що вони передбачають, щоб вибори їх пройшли під контролем Росії, зміни до Конституції були проведені під тиском Росії, відповідно, все в російському сценарії для того, щоб тиснути на Україну. Ми не пішли на цей сценарій. Зрозуміло, вони піднімають ставки. Що це? Новий конференційний сценарій. Це проведення навчань, це загроза можливого вторгнення, тобто такий вже глобальний тиск. І не тільки на нас, а й на наших партнерів. Але звинувачуючи, зрозуміло, українську сторону, що ми начебто нагнітаємо, ми готові якісь військові операції, тому Росія буде проводити свої операції по захисту російськомовного населення. Донецькій, Луганській області. Зрозуміло, що якщо ми будемо, як вони вказують, звільняти Крим військовим шляхом, то зрозуміло, що вони будуть задіяти всю потугу військової машини Російської Федерації. Вони за цим зараз спекулюють на цьому, хоча ми неодноразово говоримо, що ми за політично-дипломатичний шлях. Тобто ми готові вести діалог разом з нашими партнерами, це перше Німеччина, Франція, але й Великобританія, і США, і НАТО, і Євросоюз, вже і Туреччина підключаються. В цій ситуації важливо, що об'єднати зусилля потужних гравців світу, від яких залежить і Росія. Тоді вона буде і вирішувати питання, які важливі і для глобального світу, безпекові, економічні, енергетичні, для Росії критичні питання. І в рамках цього дорожня карта по Україні, по звільненню території, уже за нашим сценарієм, в рамках міжнародного права і інтересів України, Донецької, Луганської області, а перспективу і Криму. Пане Микола, вот что еще хотела спросить. Мы видим, как наша разведка регулярно фиксирует стягивание российских войск к нашим границам, но одновременно с этим, с нашей стороны, мы видим постоянные учения возле оккупированных территорий, учения спецслужб, учения Нацгвардии и так далее. Вот у меня возникает вопрос, а к чему готовимся мы тем самым? И готовимся ли к чему-то? Готовимся к противодействию каких-то тактических операций России, или же реально Украина готовится также к фронтальной войне? Ми готуємося до всіх сценаріїв. В першу чергу, зрозуміло, це формування якраз потужного системи безпеки і оборони. Тому розвідувальні органи піднялися на, так сказати, вищий рівень готовності. Контррозвідувальні, це СБУ проводить навчання, відповідно. Правоохоронні органи, це внутрішні війська, відповідно, і МВС. І саме головне, Збройні сили України, прикордонники, які сьогодні мають високий степень готовності. Ми проводимо навчання. Бачимо, що Росія проводить зеркально, ми проводимо точно так же навчання на випадок нештатних ситуацій, наприклад, провокацій або регіональних зіткнень на або Донецькій, Луганській області, або на межування з Кримом, або навіть глобальний. Тому ми повинні готові бути всіма нашими засобами. І Збройних сил, і контррозвідувальних органів, і розвідувальних органів. І з іншого боку, це другий шлях, це об'єднання зусиль міжнародних якраз гравців, які впливають на світові процеси і від яких в багатьох ситуаціях критично залежна Росія. Це, наприклад, глобальне протистояння на рівні стратегічних озброєнь, середньої дальності, наприклад, економічні питання, енергетичні, екологічні, коронавірус і багато система, це фінансова модель, яка впливає на Росію, в тому числі. Оці механізми вже діють на глобальних рівнях, де гравці США, Британія, Євросоюз, Китай, Туреччина, але ми в цьому форматі можемо давати свої пріоритети, тому що ми являємося на передньому краї оцієї боротьби, протистояння. І формат регулювання ми повинні давати в рамках оцеї великої уже гри великих країн двадцятки, наприклад. Дякую дуже, пане Микола. Чохсагл, у нас Микола Маломуж був з нами на прямому зв'язку, колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Пане Игорю, действительно, как вы думаете, вот относительно наших западных партнеров, консолидация западной коалиции в поддержку Украины способна демотивировать Россию от ее безрассудных действий и агрессии? Ну, безусловно, чем больше будет эта консолидация и чем консолидированнее, если можно так сказать, будут заявления со стороны наших западных партнеров, то есть они не будут противоречить друг другу или не будут какими-то там половинчатыми, это повлияет на Российскую Федерацию. И, знаете, я могу сказать, что с дипломатической точки зрения за последние несколько недель существенный прорыв произошел. Мы много заявлений слышали в поддержку Украины, но хотелось бы, чтобы эти заявления не остались, во-первых, просто заявлениями, во-вторых, не закончились, когда Россия даже
даже пойдет, например, на уменьшение этой там эскалации. Ну и в-третьих, привели к каким-то практическим последствиям, начиная от запуска той же крымской платформы, про которую мы уже говорили, и заканчивая усилением, с одной стороны, помощи военно-технической, финансовой, там, гуманитарной, информационной Украине, ну и также усилением санкционного давления по каким-то конкретным кейсам, да, которые будут касаться непосредственно Российской Федерации. Ну, я думаю, что вы не хуже меня знаете, там есть за что карать, да, и в принципе этим инструментом надо пользоваться, потому что Россия очень нагло себя ведет, нарушает права и свободы там людей, и, соответственно, ну, они должны за это нести ответственность. Дякую дуже, пане Ігорю. Чохсагл, у нас Ігор Рейтерович був з нами на прямому зв'язку, політичний аналитик. Президент Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Путиным в любой точке украинского Донбасса и заверил, что Украина не боится России. Вот его прямая речь. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы, а вы – это вы. Но это не обязательно проблема. Это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников Нормандской четверки и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! С нами сейчас на прямой связи Олександр Кондратенко, політтехнолог. Пане Олександр, вітаю вас, селям алейкум. Салам алейкум, добрый день. Пане Александре, есть ли целесообразность в такой встрече? Как вы оцениваете это предложение Зеленского вот с политтехнологической точки зрения? Смотрите, с точки зрения политтехнологии, в принципе, заявление, оно имеет место быть, но существуют протоколы, и если брать тот видеосюжет, который записали офис президента для Зеленского, это не более чем разговор. Потому что никакой реакции спустя вот уже сколько там сутки, ну, может, чуть меньше, чем сутки, со стороны Российской Федерации не было. И если бы это было на официальном уровне, по всем протоколам, которые необходимо, тогда, может быть, мы какую-то реакцию видели. С точки зрения политтехнологии, каких-то политических баллов это все-таки Зеленскому добавит, потому что мы крайне редко слышим от него столь, скажем так, такую риторику, которая заходит электорату. Потому что мы все уже устали от войны, уже 7-й год, и она никак не заканчивается. Хорошо написали спич. Зеленский хорошо его прочитал с суфлера. Что-то здесь больше комментировать, если рассмотреть все его вот это выступление, то какой-то конкретики для себя я, к сожалению, не увидел. Ну а если говорить о целесообразности такой встречи, она сейчас нужна, она что-то даст, и может ли на нее пойти Путин? Она абсолютно ничего не даст, потому что необходимо понимать следующее. Российская Федерация рассматривает Украину с точки зрения распределения геополитического баланса. И вот, к сожалению, все наши и западные партнеры, европейские партнеры, они исключительно с такой точки зрения смотрят на Украину. Простой пример. То, что заявила Ангела Меркель буквально вчера. То, что Северный поток будет достроен. Ответ очень простой. Ангела Меркель достраивает Северный поток, и, как говорили коллеги, тоже мои коллеги, идет, как говорится, на заслуженный отдых. И здесь ничего такого нет, это исключительно экономика. Вопрос остается открытый другой. Почему наши политические элиты, которые говорят о чем угодно, только не говорят о том, что в случае, если он достроится, что мы будем делать с нашей ГТС?
Никто сейчас этот вопрос не поднимает. А все-таки транспортировку газа в бюджет Украины поступает от 2 до 3 миллиардов долларов. Это немалые деньги на самом деле. И если брать по всем остальным нашим так называемым партнерам, если брать тех же британцев, они точно так же преследуют свои исключительно геополитические интересы. И в случае какой-то полномасштабной военной кампании со стороны Российской Федерации, я вас уверяю, мы сами один на один останемся с нашими проблемами с этой войной. То есть, получается, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. С этим мы столкнемся. Ну, скажем так, потому что вы поймите, что все политические элиты западных стран, они же прекрасно понимают, что у нас продолжается та же самая торговля с Российской Федерацией. Поднимите документы там, за 2019-2020 год, как увеличится товарооборот Российской Федерации. Он в каких-то моментах просел, а в каких-то других позициях он вырос. И они это прекрасно точно так же понимают. Вот. Что еще хотелось бы отметить? Несмотря на то, что уйдет Ангела Меркель, и не имеет значения, кто придет на пост канцлера Германии после нее. И там Лашет, Зёдер, или это будет Шольц. Сейчас важно будет понимать, какое решение именно будут принимать именно немецкие элиты. Вот. Я опять повторюсь, возвращаясь к тому же ГТС и транспортировке газа. Мы уже 30 лет имеем одних и тех же людей у власти. Колода карт тасуется, абсолютно ничего не меняется. И сейчас, к сожалению, у нас люди, наши политические элиты, которые приходят во власть, они приходят зачем? Первое, либо же сохранить свой бизнес, либо же получить какие-то преференции для своего бизнеса, либо же просто заработать денег. И у нас, к сожалению, ничего не меняется по одной простой причине. Нам для того, чтобы были кардинальные изменения в нашем государстве, необходимо, чтобы пришли такие элиты, которые хотят не какой-то $1 миллиард заработать, а которые хотят остаться в истории. Не вляпаться в историю, а создавать эту историю. Только в таких условиях мы можем говорить о каком-то развитии и о каких-то договоренностях с нашими партнерами. Они же на нас смотрят, даже взять вот историю с китайцами. У нас, как оказалось, около 77 межпарламентских групп. И вот недавно у меня спрашивали комментарии по поводу того, что какая их эффективность, так я вот вам скажу, из всего того количества народных избраний, которые записываются разного рода группы с разными странами, у нас больше всего с Соединенными Штатами Америки, с Китаем, с канадцами, с Великобританией, 10-15% что-то там решают. Все остальные просто, как говорится, гастролеры и туристические визы получают. И катаются за наш государственный счет. Вот така от історія. Дякую. Да. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл у нас за ваші коментарі. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку. Чохсагл у нас политтехнолог. А я хочу перейти к следующей не менее важной теме. Сегодня прозвучало ежегодное послание Путина к Федеральному собранию. Я хочу обсудить этот вопрос с российским общественным политическим деятелем Марком Фейгиным, который с нами сейчас на прямой связи. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать. Марк, я вот готовилась к этому эфиру, и я хотела даже из обращения Путина вырезать какой-то кусочек, дать в эфир. Но я вот отслушала 1:20. Если честно, я не нашла, что. Но вот что можно взять такого конкретного, что сказал Путин, чтобы вот сейчас продемонстрировать? Возможно, я не заметила, не услышала, а вы услышали какую-то конкретику, что-то важное в этом послании? Ну, смотрите, если отбросить вот всю шелуху, бесконечное обещание в социальной сфере и экономической, я думаю, что украинская аудитория это меньше интересует. Он это каждый раз обещает, это может не обращать внимания, это абсолютный обман. А вот там есть одно место, где он говорит, что мы ответим в случае провокаций так, что, значит, это почувствуют. И фраза про красные линии, о том, что, значит, мы сами будем определить красные линии. То есть, переводя на человеческий язык, да, красными линиями, вообще-то говоря, мы считаем международное право, да, о котором, если уж отсылать к Макрону, президенту, который говорил недавно,
в связи с Путиным о красных линиях, то речь именно об этом. О том, что надо держаться в рамках, которые приняты в этом сообществе. Вот Путин ответил так вот образно, что ли, Макрону о том, что эти красные линии они сами будут определять. Но переводя на язык, так сказать, вот этих образов, на нормальный, получается, что взрывать склады в Чехии можно, Скрипалей они будут травить, потому что так можно, применять новичок налево-направо можно, потому что это те красные линии, которые они сами определяют. То есть можно ли искать какой-то второй, третий смысл вот в подобного рода заявлениях? Ну, конечно, Путин всегда подразумевает совсем другое, а не то, что говорит. Либо слишком прямолинеен, когда там мочить в сортирах и так далее, он буквален. Если говорить, что это относится к Украине, то, вероятно, имеется в виду, что военный конфликт не исключен. Но вот объявлять его он, видимо, не собирается. Во всяком случае, эта пауза, которая возникла после звонка Байдена, можно объяснить только так, что идут какие-то конфиденциальные консультации. Не случайно они согласились принять в онлайн-конференцию участие 22-24 по климату. Где Путин и где климат? Скажите, а? Вот как они вообще компонуются, эти вещи? Но, тем не менее, он принял участие, значит, исходя из каких политических целей. Он хочет установить диалог с Байденом, о котором он не раз говорил, даже когда его обвинили в том, что он киллер, он пытался, значит, с Байденом выйти чуть ли не на дебаты. Ну вот, в общем, в каком-то смысле суррогат этих дебатов случится на этой онлайн-конференции. Поэтому все, что было сказано, мне кажется, было адресовано именно Вашингтону. Потому что на диалог с Украиной он не идет. Зеленский предложил ему этот прямой контакт. Что удивительно, Путин от него уклоняется, ну не первый раз уже, а почему-то сам призывает Зеленского к диалогу с представителями ОРДЛО, Донецком и Луганском напрямую. Спрашивается, где здесь логика? Почему ты не хочешь договариваться с Зеленским напрямую, подведя войска к самым его границам, исчисляем десятками тысяч военнослужащих и вооружений, гигантским их числом, но почему ты заставляешь Зеленского посредством вот этого давления, чтобы он вступил в переговоры с своими марионетками? Вообще странная логика. Но, тем не менее, Путин попытался обойти все-таки международную тему, попытался обойти конфликтные углы. По-моему, он отложил этот вопрос. Это выглядит так, и это можно также и расценивать. А как надолго? Как надолго? Вот ему сейчас нужны переговоры с Байденом, насколько я поняла. Он хочет вернуться в цивилизованный мир и хочет заставить мир, чтобы с ним считались тем самым. Я вот не уверен, что он рассчитывает вернуться в цивилизованный мир. По-моему, дорога ему это закрыта, и он был бы совсем кретином, если бы не понимал этого. Вот. Мне кажется, что он хочет просто определенной линии поведения Запада по отношению к нему. Чего он хочет? Чтобы не было санкций, чтобы дали воду в Крым, там условно говоря, да, чтобы в Киеве, значит, не уничтожали промосковскую агентуру, он точно этого хочет, да, чтобы вернули позиции Медведчука и в медиаресурсах, и там в политических, и так далее, и так далее. А что касается самого Байдена, то он согласен обмениваться символическими жестами, потому что как не символически можно расценить договоры об СНВ, климатические сотрудничества, да, ну глобальное. Это же все больше на бумаге, больше показное. В реальности договариваться с Путиным, в общем-то, не о чем. Я вот не очень себе представляю в условиях, когда высылают взаимно дипломатов, когда послы, Антонов, например, посол России в Вашингтоне сейчас находится в Москве, а послу Салливану предложено уехать обратно в Вашингтон, сложно, вообще говоря, договариваться о чем-то серьезном. Ну, только вот изображать, что все более или менее, так сказать, находится в рамках дипломатических. А как бы вы объяснили вот эту картину, которая подвергла многих когнитивному диссонансу? С одной стороны, Байден назвал Путина убийцей, потом ему сам позвонил, потом предложил встретиться, на следующий день ввел санкции против России, да, и вот сейчас вот такой вот сейчас взаимная высылка дипломатов. Как это объяснить? Все очень просто. Все очень просто. В окружении Байдена борются два вектора, две линии политики. Одни за то, чтобы жестко, конфронтационно отнестись к Москве, что называется, в рамках холодной войны, так сказать, воевать в холодной войне, так воевать. А вторая линия, она такая очень специфическая, ее представляет господин Керри. Он является посланником по климату как раз. Он бывший глава Госдепа при Обаме и отличался вот этим так называемым полуреалполитиком, при котором он считал, что с Москвой надо договариваться в любом случае и не ставить ценой этого, значит, возможного осложнения этих отношений уж точно не ради Украины.
И вот сейчас эти переговоры, мне кажется, они идут конфиденциально. Вот как раз между Чубайсом и Керри. И, собственно говоря, Байден осторожен, потому что демократическая партия — это такая гетерогенная структура. Там есть разные крылья. Есть такие твердые сторонники правоцентристской линии, прав человека и глобальной защиты интересов США. А есть и те, кто левая линия. Они выступают за некую... комплементарный обмен с Москвой в том числе, за там, программу с Ираном, и много чего еще. Того, что, например, не делают республиканцы. Вот Москва — это часть договоренностей ради безопасности мира, ракетного разоружения, ядерного разоружения и так далее. Вот я думаю, что именно эта линия периодически побеждает, берет верх над каким-нибудь Блинкеном, как главой Госдепа, и рядом еще лиц, выходцами из Atlantic Council, я бы так сказал. Мы видим, как сейчас западный мир, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину, предостерегают Россию от агрессивных действий. Завтра в Бундестаге должно состояться заседание, слушания по обострению ситуации на востоке Украины. Вот как вы думаете, консолидация международной коалиции в поддержку Украины, она может как-то демотивировать Россию от ее агрессивных действий сейчас? Нет, конечно, может демотивировать, но только если это будет получать практическое выражение. Не просто символический жест, не просто риторика в парламентах, призывы и так далее, на это они не реагируют. А вот когда летят из базы в Рамштайне самолеты с неизвестными грузами и садятся в Киеве, вот это напрягает Генштаб российский, очень напрягает. А когда, бесполетную зону хотят обеспечить, и идут британские корабли в бассейн Черного моря, через проливы в Турции, конечно, это сильно напрягает. Понимаете? Это что же получается? Мы сейчас двинем войска, а нас, так же, как в Закавказье пройдет война, с беспилотников просто превратят в мясо. Или как это было в Дер-аз-Зоре в Сирии, если вы помните, когда практически в течение получаса исчезли, как говорил прямая цитата главы бывшего Госдепа, о том, что они исчезли с лица земли, их больше не живет на этой планете. Сотрудников ЧВК Вагнера, понимаете, Помпео фразу употребил в свое время на парламентских слушаниях в Конгрессе. То есть, конечно, они не хотят такого результата. Они вторгнутся, а все погибнут. Поэтому вооружение, поставка вооружений из Турции, из Европы американцами, это сильно напрягает. Вот это гораздо существеннее может предостеречь от вторжения, нежели просто слова. Слов-то много было, и, собственно, в 2014 году их было много. Но что-то после даже Крыма это никого не остановило к обострению в Донбассе и двум котлам, Иловайскому и Дебальцевскому. Поэтому если будут видеть, что поставляется вооружение, что едут инструкторы, что идут военные переговоры между Киевом и НАТО, то да, это может воспрепятствовать вообще планам Москвы по вторжению. Спасибо вам большое. Чохсава у нас Марк Фегин был с нами на прямой связи, российский общественный деятель. К нашему эфиру сейчас присоединяється Павло Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів. Пане Павло, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пане Павло, вот мы на протяжении этого эфира сейчас обсуждали возможное вторжение, полномасштабное вторжение России в нашу страну на фоне стягивания войск к границам Украины, милитаризации оккупированных территорий. Допускаете ли вы такой вариант развития событий? Все-таки полномасштабной войны я, конечно, не допускаю. Провокации, возможно, расширение зоны конфликта посредством использования каких-то диверсионных групп, в том числе и с южной, и с восточной границы, вполне возможно. И в это вписывается как раз-таки то, что происходит сейчас вокруг Белоруссии. Например, не исключаю того, что Лукашенко едет в Москву, и вся эта операция, провокация вокруг заговора, вокруг попытки убить президента, она связана как раз-таки с попыткой Москвы или желанием Москвы расширить свое военное прямое присутствие в Беларуси и таким образом создать еще один источник напряжения и угрозы, но теперь уже с стороны северной соседки, со стороны Белоруссии. И в этом плане, конечно же, положение Украины будет очень-очень драматичным с точки зрения стратегической ситуации и военно-политической. Лукашенко недавно сам сказал о том, что в ближайшее время будет принято принципиальное важное решение за четверть его президентства. Можно ли говорить о том, что, учитывая, что завтра он уже должен прибыть в Москву,
что готовится аншлюз Беларуси в виде союзного государства? Да, конечно, может и быть, и исключать этого нельзя. Сегодня Путин напрямую сказал, в принципе, сделал реальностью то фиктивное покушение, о котором говорил Лукашенко, то есть придал ему репутационное основание, сказав, что Запад готовил покушение на Лукашенко, фактически идеологически обосновав дальнейшие действия России. Они могут быть связаны, конечно, как с подписанием всех 31 карты интеграционной, включая создание национальных институтов союзного государства, так, конечно же, и расширение военно-политического присутствия России в Беларуси на основе договоров, которые были подписаны. Таким, например, является соглашение о военно-техническом сотрудничестве и технической поддержке региональной группы войск. Статья 7 предусматривает, что в случае агрессии в отношении какой-либо из сторон или Беларуси в этом случае военные силы Российской Федерации перемещаются на стационарные базы на территории Беларуси, что фактически означает то, что Россия вводит свои вооруженные силы. Это может быть какой-то ограниченный контингент военный, это может быть и стационарная военная база. Это также может быть и, скажем так, сделано в рамках развития либо функционирования региональной группы войск. И вот как раз-таки этот декрет, он может быть связан не с подписанием дорожных карт, потому что они уже по сути подписаны, а как раз-таки с условиями размещения российских вооруженных сил на территории Беларуси. Это действительно будет для Беларуси за 27 лет знаковым событием, фактически сдача суверенитета России. А как же протестная Беларусь? Как же лидера протестов и люди, которые выходили на протестные акции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко? Вот что может сработать дефибриллятором для того, чтобы протесты в Беларуси получили какую-то новую волну и все же протестующие добились своих целей? Мы видим, что в какой-то плане энергия протеста была растрачена, плюс ко всему были использованы полномасштабные, абсолютно беспрецедентные меры террора в отношении протестующих и участников протеста. Они до сих пор продолжаются. И, конечно, энергия протеста, она подорвана. И если политические центры различные выступят с активным призывом белорусов выходить на улицу, если все-таки еще эта энергия где-то осталась с тем, чтобы защитить суверенитет страны, то можно ожидать, конечно же, протестов, и надежда только на протесты белорусов, в том плане, что только протесты могут каким-то образом притормозить процесс оккупации, но ожидать и давать стопроцентные гарантии того, что такие протесты, тем более в массовой форме во всех городах Беларуси, пройдут и будут организованы в кратчайшие сроки, крайне трудно. Я бы не брался прогнозировать и не брался утверждать, что протесты и вот эта вот оккупация российская будет иметь место, тем более, что это будет все реализовано в форме правовой, конституционной, без такой конфронтации, как это было в Украине, где практически агрессия России стала катализатором для формирования и консолидации национального самостоятельного. В Беларуси это будет сделано на основе тех договоров, которые были ранее подписаны, на основе соглашений, формально не нарушая каких-либо международных принципов и соглашений, потому что, с одной стороны, сами белорусы в 1995 году проголосовали за создание экономического союза с Россией, а с другой стороны, долгое время терпели
тот факт, что Лукашенко поступательно интегрировал Беларусь в российское пространство. Поэтому не знаю, осталось или будет ли у белорусов, поднимется ли такой уровень самосознания с тем, чтобы начать активно противостоять этому процессу. Дякую дуже, пане Павло. Чохсаг, у нас Павло Усов був з нами на прямому зв'язку. Доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу и прогнозов. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам корошкенджи, то есть до свидания, буквально через час увидимся. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекета» с моим коллегой Ситумером Ситумеровым. Не пропустите корошкенджи.